Как учителя и система образования могут помочь в достижении устойчивости к изменению климата? Участники форума «Школы 2030», который прошел в Бишкеке, отмечают, что их роль значительна. Более 250 делегатов из 10 стран активно обсуждали, как можно продвигать комплексные результаты обучения и укреплять образовательные системы для повышения климатической устойчивости. Экологическая катастрофа может коснуться абсолютно каждого в этом мире. В этом плане учителя могут повлиять на предотвращение этого. Как именно и какую методику применяя мы можем достигнуть такой цели? Этот вопрос обсудим сегодня со специалистами из разных стран. В этом плане весь мир разрабатывает разные проекты. К примеру, система образования Сингапура – одна из лучших в мире. Оттуда мы недавно получили книги по разным школьным предметам. И каждая из них связана с климатом и с тем, что на него влияет каждый человек. О том, что Кыргызстан также проводит важные реформы в системе образования, отметил заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов. Он рассказал о программе «Алтын Казык» – «Полярная звезда». Данная программа ставит самые амбициозные задачи на ближайшие годы по инвестициям в человеческий капитал. Наша цель, чтобы дети Кыргызстана были обеспечены возможностями овладеть знаниями и навыками мирового класса и смогли наиболее полностью раскрыть свой потенциал, отметил Эдиль Байсалов. Мы обязаны обеспечить подрастающие поколения знаниями, навыками и ценностями, которые помогут им принять активное участие в построении устойчивого и безопасного общества. Кыргызстан особенно уязвим к происходящему изменению климата, что в свою очередь влияет на экономическую и социальную стабильность страны и региона в целом. Мы осознаем, что в борьбе с изменением климата образование играет ключевую роль, так как именно дети и молодежь приведут нас к лучшему будущему экологической устойчивости. Поэтому так важно, чтобы системы образования поддержали детей и молодых людей в развитии не только академических знаний, но и навыков и ценностей для адаптации и смягчения влияния климатических изменений. Генеральный директор фонда Агахан Майкл Кохер отмечает, что одной из стран, у которой можно получить полезный опыт в сфере образования, это Кыргызстан. Так, он привел в пример один из проектов, который реализуется фондом Агахан. Это детские сады в Джайлоу нашей страны. В рамках данной программы дети с раннего возраста 5-6 лет уже знают основные климатические проблемы. У них появляется понимание того, что когда они повзрослеют, они могут внести вклад в решение этих проблем. Поддержка подобных проектов очень важна. Данный форум проводится уже в 3-й раз. В первый раз он проводился в Танзании. Специалисты из этой страны отмечают, что с тех пор в Танзании произошли масштабные изменения в системе образования. Было реализовано около 30 проектов по улучшению качества образования и повышению роли учителей. Мы внесли изменения в программу обучения, внесли специальную методику обучения. В рамках обычных уроков преподаватели рассказывали об изменениях климата и о том, какая работа проводится и может проводиться для решения возникающих проблем. После форума в нашей стране были заметные изменения. Началась работа по повышению квалификации преподавателей. Я как учитель вижу результаты данной работы. Наши ученики теперь знают гораздо больше по экологических проблемах, о зеленой экономике и так далее. К примеру, в образовательном центре, в котором я работаю, мы создали небольшие эко-леса, где посадили около 30 разных видов деревьев. В первый день более 250 делегатов провели дискуссии в государственной резиденции Ала-Арча. Данный форум «Школы 2030» будет проводиться с 11 по 13 июня. Саимов Мусаев, Мирлан Джанубеков, ЛТР, Бишкек.